Бабакай, давай восстановимся, поиграем. Поздно уже играть, Ильдарчик. Иди лучше ко мне. На огонь посмотрим. Бабакай, а может ты мне что-нибудь почитаешь? А что ты хочешь, чтобы я тебе почитал? Сейчас посмотрим. Давай вот эти сказки. Нет, это не сказки, Ильдар. Это очень давняя и правдивая история. О чем эта книжка? Это книга об истории нашего народа, наших предков, которые жили в великом государстве Волжская Булгария. Волжская Булгария, а где она сейчас? Это очень интересная и немного грустная история о государстве, которого давным-давно нет. Когда-то давным-давно жил-был великий хан, и звали его Кубрат. Он царствовал между двумя морями, Черным и Каспийским, в стране Великая Болгария. А перед смертью наказал сыновьям, чтобы те жили дружно и сохранили его государство. Но сыновья слушались наказы отца. Великая Болгария распалась, и они разбрелись вместе со своими племенами в разные стороны в поисках новых земель. Старшие сыновья ушли на запад, а младший сын, которого звали Катрак, отправился на север, вверх по реке Волга. Так началась история Волжской Булгарии и наших предков. А кто такие предки? Предки – это наши с тобой родовые корни. Например, мой прапрадедушка – твой предок. Понял? Да понял, что было дальше? Земля, куда пришли болгары, была очень плодородной. На лугах росли сочные травы, а в реках было очень много рыбы. Но главные враги болгар, хазары, жили далеко, поэтому они и решили здесь остаться. И очень скоро булгары начали строить новые города, и по рекам пошли корабли купцов с востока. Города были застроены небольшими домами, которые находились внутри, а в центре, как правило, стоял дворец правителя. Мощные стены, валы и рвы защищали города от неприятеля. Вот так и появилась древняя страна Волжская Булгария, которая очень скоро превратилась в очень богатую. Но об этом узнали враги, и начались набеги. А кто были эти враги? Разные племена и государства. А от них мы и узнали о богатстве и культуре наших предков. А вот, кстати, хорошая история, как булгарские сапоги спасли мир. Сапоги? Да. В то время вся Русь ходила в лаптях. То булгары были обуты почти все в кожаную обувь. А это уже считалось признаком богатства народа. Так вот, киевский князь Владимир Святославович отправился с походом на Волгу, решив подчинить себе булгар. Ему удалось разгромить их войско. Но вдруг он неожиданно решил заключить с булгарами мир. А почему? Потому что воевода, мимо которого проходили плененные булгары, обратил внимание, что все воины обуты в кожаные сапоги. И тогда он сказал: «Они дани нам платить не будут. Пойдем поищем себе лапотников». Вот такая была история. Значит, все булгары были богаты? Ну, не все, конечно. Скорее не богатые, а зажиточные. Государство процветало, и его народ тоже. Знаешь, ты их даже на Руси называли серебряными. Серебряными? А почему? Булгары были трудолюбивым народом. Большой доход им приносили выделанные шкуры животных и кожаные изделия, которые очень ценились в арабском мире. А торговля была очень оживленная. Караваны шли по Волге из самого Багдада, а пешие караваны шли из Азии. А за товары арабы рассчитывались серебряными монетами, дирхемами, за которые потом булгары покупали товары уже у русских купцов. Значит, они все были торговцами? Да, но не все, конечно. Каждый занимался своим трудом.
А еще в Волжской Булгарии была развита культура и наука. Но об этом я тебе расскажу завтра. Сегодня уже поздно. Иди спать. Лукай, зачем вы сюда пришли? Для того, чтобы рассказать продолжение истории. Потому что наше богатство, наша культура – это память самому известному и любимому булгарскому поэту Кулгали. А что он написал? Написал он много прекрасных стихов. Но, к сожалению, до нашего времени дошло только одно известное произведение – поэма «Иса Юсуф», которая стала любимой книгой татарского народа за всю его многовековую историю. Почувствуй красоту этой поэмы и нашего с тобой языка. Лукай, почему мы верим в Аллаха? Это вера нашего народа? Да, мы с тобой мусульмане и молимся всемогущему Аллаху. Но было время, когда наши предки были язычниками. А кто такие язычники? Язычники поклонялись множеству богов. Земле, воде, солнцу. Глядя на бескрайнее голубое небо, они думали, что там в вышине и обитал их главный бог Тенгри. Космический великан, которому было все под силу. А Аллах? Аллах – это единый и единственный Бог, Творец мира мусульман. А ислам – это религия, которую верующие мусульмане исповедуют. А мечеть – это место, где мусульмане совершают коллективное поклонение Аллаху. Лукай, а как наши предки стали мусульманами? О, это очень интересная история. Давай я тебе ее расскажу непосредственно там, где все это и случилось. Но туда нам нужно доехать, в город Болгар. Вау, путешествие! А вот так принимали ислам волжские булгары. Это Алмуш, булгарский правитель. А это Ахмед ибн Фадлан, один из членов багдадского посольства. Он зачитывает письмо багдадского халифа. А было это 1100 лет тому назад. Так давно? Да, очень давно. Но благодаря этому булгары получили покровительство великого Багдада, в то время самого могущественного государства. Это же защита? Да, это защита. В ней сегодня нуждаются все малые государства и народы. Поэтому булгарам всегда приходилось защищаться и строить города, крепости. Ведь в Булгарии уже нет. Ее что, не защитили? От хазар защитили. А вот от монголов никто не мог защититься. Но об этом я уже тебе расскажу дома.
Ай, так сейчас же все-таки история закончилась. А ты хочешь об этом узнать? Конечно, ты же мне обещал рассказать. Ну ладно, тогда садись. Волжская Булгария, как приняла ислам, стала большой и великой страной. Ее границы расширились и стали простираться на многие сотни километров, от реки Суры до верховьев реки Кама. И если смотреть вниз по Волге, то до Жигулевских гор. Но на их землю, а позже и на Русь, пришел очень сильный враг. Это монголы. Монголы? Первый раз булгарам удалось оказать им сопротивление, но продлилось это недолго. Враг с этим не смирился. Чуть позже полководцем у них стал хан Батый, который собрал несметное войско, и орда второй раз пошла на Волжскую Булгарию. Несмотря на отчаянное сопротивление, булгары не устояли. Страшным плачем разразилась наша земля от пролитой крови. Города были сожжены дотла. Монголы не щадили ни женщин, ни детей. Восстанавливать города булгарам запрещали. На долгие 300 лет их земли стали частью огромной империи Золотой Орды. А город Болгар, где мы с тобой были, разрушил другой известный полководец Тамерлан. Вот такая была история наших предков, живших в великом государстве Волжская Булгария. И что, это все? Все булгары умерли, и все закончилось? Ну, конечно же, нет. Мы же с тобой есть, и мы с тобой живем. Какие мечети построили, какие музеи открыли, какие памятники восстановили. И это только начало, потому что мы татары, наследники великих булгар, умных, трудолюбивых и верным своим традициям и корням. Покорить народ можно, но убить его невозможно, пока в наших сердцах живет его память.